Впервые за всю историю песенного праздника конкурс «Коми песню веселей» в начале следующего года уходит на удаленку. Сельчане ждали его весь год и не дождались. Причину называть не стану, она очевидна. По этой же причине в 2020-м были отменены или ушли в онлайн запланированные концерты, вокальные конкурсы, творческие отчеты, равно как и спортивные турниры. А некоторым спортсменам и вовсе пришлось тренироваться в домашних условиях. Ксения Лосева о том, как провели этот год культура физическая и духовная. Карантин, выход есть лишь один. Вместо привычных аплодисментов зрителей, недоумевающие взгляды питомцев и тишина в квартире. И дело тут далеко не в репертуаре или слишком смелом прочтении классики. К тому, что однажды оперные концерты и театральные постановки вдруг переедут прямо домой, готовы оказались далеко не все. А потому этот год точно сумел удивить даже самого искушенного зрителя. Нагрянувшая пандемия перевела всю культурную жизнь в онлайн. Музеи всего мира открыли доступ к виртуальным выставкам, а театры показывали спектакли через стриминговые сервисы. Региональная сцена тоже не отставала от международной повестки. Так, например, артисты театра оперы и балета в дистанционном формате сняли выступление целого оркестра. На выходе получился клип на одну из самых популярных коми-песен. Зрителю новый формат приобщения к искусству явно понравился. Такие видео в соцсетях всю самоизоляцию собирали немало лайков и комментариев. В реальной жизни внезапно образовавшийся перерыв многие учреждения культуры решили провести с пользой и затеяли масштабные обновления. Так, в главном книгохранилище республики сейчас вовсю идут работы по замене коммуникаций и внутреннего оформления. Мы разработали дизайн-проект всех помещений библиотеки, основных помещений, скажем, где мы принимаем наших читателей. Подобрали интерьер, подобрали цветовые решения, подобрали мебель. Вот эти аукционы будут проведены уже в начале следующего года с изготовлением, поставкой и монтажом в летний период. В целом этот год для библиотек региона прошел под знаком обновления. Целых 15 учреждений в разных частях нашей республики превратились в современные многофункциональные пространства. По числу модельных библиотек Коми – лидер реформы. Поддерживают положительную тенденцию и социокультурные центры в селах. Уже открыты в Подчерье и Чиньяворыке, на очереди Карпушовка. Еще 2 центра готовы на 2/3. В будущем году модернизация отрасли продолжится. Мы не меняли наших планов на 2021 год, несмотря на то, что есть некоторые изменения в финансировании. Мы все планы развития сохранили. Поэтому и библиотеки, и строительство новых социокультурных центров, и преображение других учреждений культуры, все это останется в том же объеме. И более того, у нас год столетия, поэтому я не сомневаюсь, что в год столетия еще дополнительно мы что-то будем получать, одерживать какие-то победы конкурсные в течение 2021 года. И все же главное событие грядущего 2021-го, безусловно, столетие республики. Подготовка уже идет не первый год. Обновление инфраструктуры, грандиозные культурные события. По всей стране сейчас передвигается выставка о нашем регионе. Артисты театров гастролируют с лучшими постановками. В мае, как планируется, дни Коми пройдут в Москве и в Питере. Это концерты, фестиваль «Люди леса», инвестиционно-экономический форум. Целый состав метро будет брендирован символикой Коми. В самой республике пройдет немало мероприятий, в том числе и с приглашением иностранных гостей. Кстати, на 2021 запланирован и чемпионат мира по хоккею с мячом. Несмотря на пандемию, весь год республика активно готовилась и реконструировала центральный стадион в Сыктывкаре. Из конструктива осталось только смонтировать навес южной трибуны, как вы видите, это уже проводится активно. До конца декабря полностью будет готово. Мы не видим никаких рисков, так как все оборудование у нас поступило на объект, все материалы уже привезены и не видим рисков никаких. Кроме этого вируса, если что-то, который с самого начала нас тут активно мешает нам. К слову, коронавирус активно вмешался и в спортивную жизнь нашей республики. Все тренировки и соревнования отменили, и это в самый разгар сезона. Спортсмены региона тут же последовали примеру своих коллег из культурной сферы и всю самоизоляцию креативили дома. Тренировались онлайн, выполняли силовые упражнения с помощью подручных средств, устраивали марафоны по квартире. Делали все для того, чтобы не растерять наработанную форму.
Обидно немножко было, потому что готовились к чемпионату России полноценно, все тренировки без отмены. Но в один момент позвонили и сказали, что соревнования отменяются, все выезды отменяются. И пришлось самоизолироваться дома и уже не готовиться, а просто поддержание физической формы. Без каких-то усиленных тренировок и занятий. Спустя 2 месяца вынужденных каникул спортсмены тут же бросились наверстывать упущенное. Для многих пандемия стала настоящим испытанием, но в то же время позволила по-другому взглянуть на процесс подготовки к соревнованиям. Здесь главное было сделать правильные выводы. Результат не заставил себя ждать. К слову, с пользой соревновательное затишье провела и сама отрасль спорта в регионе. 18 проектов воплощены в жизнь в рамках народного бюджета. Удалось реализовать планы и по национальному проекту. Это оснащение инвентарем и оборудованием спортивных школ, строительство площадок ГТО. Так, например, преобразился до неузнаваемости стадион в Визинге. Теперь там есть не только тренажерные комплексы, площадки по волейболу и футболу, но хоть и небольшая, зато своя лыжероллерная трасса. Мы осуществляли прогнозы, примерно 8 видов спорта мы будем здесь, на этом объекте, закрывать. Наши спортсмены входят в состав сборной по Республике Коми по лыжным гонкам, по вольной борьбе. Активные позиции, значит, я бы не сказал не активные, а серьезные позиции у нас по туризму. В следующем году спортивные обновления планируют продолжить. 129 объектов в районах нужно капитально отремонтировать. На это потребуется около 700 миллионов. Кроме того, уже готовы проекты на новое строительство. Из будущих планов на 22 и 23 годы пока только игровой зал к бассейну в Микуне, строительство комплекса единоборств в Ухте и оздоровительного в Обьячево. У нас идет снижение, например, на календарный план, на выезды детей, на тренировочный процесс. Это достаточно серьезная штука, которая необходима для того, чтобы у нас отрасль развивалась и дети достигали правильных результатов. Плюс, конечно, у нас необходимо уделить внимание состоянию инфраструктуры, и плоскостной, и капитальной инфраструктуры. Во многом случае она требует ремонта. 2020 был непростым для всех отраслей. Спорт и культура не стали исключением и в какой-то степени пострадали даже больше остальных сфер нашей жизни. Впрочем, как не раз показывала история, всевозможные кризисы – это не только про трудности, но и про новые возможности. В частности, этот год показал, как важно уметь перестраиваться и быстро реагировать на изменяющиеся условия. А значит, впереди пересмотр подходов и поиск новых форматов как в культуре, так и в спорте.